Запах газа стоит по всей улице Джабагиева. С такой проблемой в ходе прямого эфира на национальном ТВ с властями поделился житель Насыркордского административного округа. В письменном виде заявление дочерней расы, изоляции аяни утыр yok yenir боколге промежутке турк дахицигити амбиозер хансгас ача узлатис. После обращения жителя на место выехала бригада специалистов, чтобы выяснить причину возникновения запаха и устранить проблему. Но по приезде утечки газопровода не обнаружили. Единственная версия, на которую ссылаются сотрудники, это запах, который вызвал одорант. Как раз в этот период на территории города Назрань проводились и профилактические мероприятия работниками города Газпрома, газораспределения Назрань, в целях выявления утечек в целом по территории всего города и административных округов на факт утечки газа. Для этого ими применяется такое химическое вещество, деодорант называется. И практически при транспортировке и даже при реализации газа он добавляется в целях, чтобы любой человек установил утечку газа. Жители не знали о том, что такие работы будут проводиться. Опасности одорант не представляет, но запах вызвал беспокойство среди населения. В студию прямого эфира поступил также еще один звонок от жителя улицы Алханчурская в Гамурзиево. Неоднократно в последнее время поступали просьбы о строительстве тротуара по улице Алханчурская, подводящей к улице Суворова, Гамурзийского административного округа. Просьбы жителей были услышаны. Здесь проложили тротуар протяженностью 150 метров. На днях свадьба я прошла, тротуар была Эта работа была запланирована на 2025 год. По программе «Безопасные и качественные дороги» на Алханчурской должны проложить асфальтовое покрытие, тротуар и заменить водопроводные сети. На улице также недавно провели освещение. Здесь темно было, вообще темнота такая. Дети ходили тут зимой, когда такая погода. А сейчас люди спокойно ходят. А жители улицы Зязикова просили заменить линию электропередач, чтобы улучшить качество подачи электроэнергии. Оно было довольно слабым. Напряжение достигало только 70 киловатт. Здесь проводились буквально недавно работы по протяжке кабеля 4х70 СИП в целях улучшения качества подачи электроэнергии жителям. Данные работы проводились в марте месяце 2024 года. В целях рассмотрения обращений граждан. Теперь за счет новой линии электропередач освещаются около 50 домов. В администрации Назрани в свою очередь напоминают жителям о том, что любой вопрос, жалоба или обращение, касающееся комфорта, а главное безопасности граждан, в любом случае будет рассмотрено по существу и будут приняты меры по устранению нарушений, если их обнаружат. Мадина Цора, Муслим Арчаков, Магаз 24.